673 956 рублей. Именно в такую сумму оценено восстановление советского неонового достояния в столице Коми. Информация о сборе средств размещена на сайте Фонда исторического наследия. Это совсем молодая благотворительная структура, которая появилась всего чуть более 2 недель назад. Идейный вдохновитель и исполнитель лично сам Илья Варламов. Он же отобрал первые несколько объектов, которые требуется обновить как можно скорее. Всего проектов пока 8, и на первых позициях Сыктывкар. Сбор средств по нему уже идет, и есть первые транши. За 4 дня удалось собрать почти 14 тысяч рублей. А все для того, чтобы в столице Коми, как в советские годы, вновь неоном засияли вывески продуктового магазина. Неоновые вывески «Гастрономия» и «Бакалей» расположены в самом центре Сыктывкара, вот здесь, на этом жилом доме. Он был построен еще в начале 20 века и является одним из самых старых в городе. Магазин здесь все так же, как и многие десятилетия назад, функционирует, а вот громоздкие вывески из года в год ветшают. Провода свисают почти до голов прохожих, а некоторые буквы и вовсе держатся на одном лишь честном слове. Впрочем, людей это, судя по всему, не особо пугает, и многие горожане ратуют за восстановление исторической наружки. Очень даже было бы хорошо. Это раньше так и было. Деревья меньше были, и бакалея, все было видно. Очень даже красиво. Конечно, я сама маленькая была, здесь бегала, для меня это было восхищение. А если восстановят, это вообще будет здорово. Ностальгия какая-то. Хочется, чтобы город выглядел. Мне кажется, вот в то время лучше было как-то чище, спокойнее. И вот эти вывески как напоминание о тех временах. Ими гордиться надо, они создают своеобразный колорит города. Вот общий посыл. Некоторые из горожан даже предлагают законодательно запретить убирать неоновые вывески. Причем по всей стране. По словам Ильи Варламова, сохранить советскую наружку, которая чудом выжила, хотят не только жители этого конкретного исторического дома в центре Сыктывкара, но и вроде как сами городские власти. Да только вот, к сожалению, денег на эту статью расходов нет. Ведь сумма требуется немалая. Это понимает и сам Варламов. Я понимаю, это большие деньги, особенно по сравнению с другими проектами, но я уверен, мы в ближайшее время эти деньги соберем и сохраним эти вывески, опять же, для будущих поколений, потому что это часть истории города, это часть среды, в которой мы жили. И мне кажется, круто, если такие элементы в разных городах, в разных местах будут присутствовать, чтобы наши дети видели, как была городская среда, когда в нашем детстве, когда мы с вами жили. На смену неону уже давно пришли диоды. Они менее энергозатратны и долговечны. Их производство повсеместно, в то время как заводов, специализирующихся на неоновых светильниках, с каждым годом становится все меньше. Это уже практически раритет. Конечно, мода на все хорошо забытое, винил, ламповые усилители и неон возвращается. Но все это рассчитано на узкий круг особых ценителей. И, конечно, сказывается на цене. Но даже в этом случае далеко не везде возможно применение неоновых вывесок. Так, в Москве такая наружная реклама полностью запрещена еще с мая 2014 года. Исключение там сделано лишь для аптек. В Сыктывкаре такого запрета нет, а потому неон на улицах города может светить вполне легально, тем более, если он представляет историческую ценность. У нас действует правила благоустройства размещения вывесок, которые будут в полной мере действовать с октября этого года. Но здесь немножко ситуация другая, так как все-таки эти вывески такие аутентичные, исторические, которые остались с советского времени. Вот, и поэтому возникла такая идея их восстановить, который бы, в принципе, внешним своим видом, да, какой-то отсылкой к прошлому, наверное, бы только украсили. Впрочем, остается еще один вопрос. Даже если затея Варламову удастся и деньги на неоновые вывески Сыктывкаре фонд соберет, то как быть с ними после восстановления? Ведь понятно, что объекты потребуют ухода, да и энергозатрат. Кто в таком случае возьмется следить за восстановленными советскими вывесками? Но и здесь ответ уже есть. Эта ответственность ляжет на плечи собственников дома. Они, как отмечают в мэрии, об этом в курсе и готовы стать хранителями неонового наследия. Любовь Лапина, Олег Юшков, Павел Юлянин, телеканал Юрган, Сыктывкар.